Специалисты фонда капитального ремонта проводят рейд, чтобы напомнить собственникам помещений об обязанности уплаты взносов. На этот раз поквартирный обход по улице Борова. Очередной неплательщик проживает в доме номер 5 на 3-м этаже. Стук в дверь, а в ответ тишина. Дальнейшие попытки достучаться до жильцов безуспешны. Конкретно у этого абонента у нас задолженность 40 475 рублей. То есть ежемесячное начисление у них 630 рублей. И это с 2014 года? Это с 2014 года идет. Есть, конечно, и оплата, но они уже были очень давно. Дом введен в эксплуатацию в 2008 году. Через 6 лет, как и другие дома, был включен в республиканскую программу формирования фонда капитального ремонта. Все собственники помещений получили право выбрать способ формирования фонда, создать фонд капремонта на счете регионального оператора или организовать ТСЖ, открыв свой личный счет. Сейчас тариф за капитальный ремонт составляет 6 рублей 30 копеек за 1 квадратный метр. На эти средства могут провести 6 видов работ по мере необходимости. Это ремонт крыши, ремонт подвала, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт инженерных систем, то есть канализация, водоснабжение, отопление, электричество и газ. И ремонт лифтового оборудования, если имеется. Вот эти обязательно 6 видов работ, они должны быть проведены в каждом доме. И эти 6 видов работ, они формируются за счет минимального размера. В республике эти услуги оплачивают только 30% жильцов. Те, кто отказывается напрочь платить, разбираются потом в суде. Причем владельцы жилплощади должны понимать, что заплатить придется. Вот только чем дольше растягивать этот процесс, тем больше будет и сумма. Владелец квартиры заплатит не только взнос, но и пени. На сегодняшний день у нас уже подано 6550 заявлений в суд на сумму 130 миллионов рублей. То есть те собственники помещений, которые не уплачивают взносы, они рано или поздно попадут под претензионно-исковую работу. И в судебном порядке с них взыскиваются начисленные взносы. Есть возможность снизить сумму по взносам. Так, пожилые люди, которым от 70 до 80 лет, могут законно платить лишь половину от общей суммы. Те, кто постарше, и вовсе освобождаются от уплаты. Также действует скидка на репрессированных и людей с инвалидностью. Адам Мережков, Умар Газдиев, Новости 24.